Всем привет, друзья! Канал Бизнес по-казахски. Как вам известно, мы начали работать по общепиту. Сегодня исполняется ровно неделя, как мы открылись. Хочу сделать краткий отчет. Что было сделано за неделю? За неделю был сделан небольшой анализ, большая работа. Это мы каждый день чистим Утро начинается с того, что мы начинаем чистить нашу кафешку. Мы еще дополнительно взяли 2 официантов. Один у нас повар. По составу хочу сказать, у нас 1 повар, 2 официанта и 1 администратор. В качестве администратора сейчас работаю я. Официанты делают работу, помогают шеф-повару. Также на раздаче, то есть обслуживание клиентов. Помимо этого, они посуду моют. Это вот пока такого сильного объема нету, чтобы там нанимать отдельно посудомойщика. Администратор что делает? Администратор делает, то есть принимает заказ, стоит на кассе. Помимо этого я надеваю перчатки и делаю нан-кебаб сам. То есть показываю такой мини-шоу, или как можно сказать. У нас в зале стоит вот. Что еще? Помимо этого мы уже узнали, у нас как появилась какая-то стабильность. Стабильность по кассе, стабильность по закупу. Первые дни мы терялись, бегали постоянно в магазин, там чего-то не хватает, приправа какой-то там для мяса. Также у нас составилось уже конкретно, вырисовывается у нас меню. У нас появились уже постоянные клиенты. Те же самые наши постоянные клиенты это являются автомойщики, которые при комплексе находятся. Они каждый день утром заходят, покупают у нас блинчики со сгущенкой, оладьи со сметаной, чай, кофе пьют. Мы сделали такой маркетинговый ход для клиентов автомойки и вообще для всех клиентов. Мы сделали черный чай бесплатно, чашку. Что еще было сделано? В общем, сделали небольшой анализ. Касса пока один день хорошо, один день не очень, потому что у нас идут сейчас дожди проливные. Когда проливные сильные дожди, клиентов как таковых нету. Это заходят те, кто мыл машину и нечаянно пошел дождь, случайно быстро так ливанул. Они у нас сидят, и клиенты отсутствуют, когда вот сильные дожди. Они на автомойку не приезжают. То есть в дождь никому никуда не охота ехать. Вот. Мы в этом проекте нас двое, я и мой партнер. Мы сейчас первые дни вообще мы уставали, не спали. Работаем также с 8 утра до 12 ночи. После 11 ночи у нас клиентов поменьше, чем нам ожидалось. Ну, автомойка закрывается, там они моют, клиник делают, мы тоже вечером подготовку делаем к завтрашнему дню, чтобы утром прийти. Даже вот по себе знаю, даже по магазину, я всегда все делаю вечером перед закрытием смены, потому что на следующий день утром приходит человек не выспавшийся, чуть уставший или там вялым. Чтобы все это не мыть, не драить, надо приходить уже таким вот. Можно выпить чашечку чая или кофе, взбодриться и начать уже работать. Потому что бывали такие дни, мы в 8:05 приезжаем сюда, бывает, что да, опаздываем там, открываем, и уже через минуту уже человек заходит. Или вот уже переодеваемся, там компьютер включаем, и человек пришел. Говорит, можно чай? А у нас чай еще не вскипел. То есть по оборудованию у нас стоит пресс, подогрев, казаны, газ стоит здесь природное, что хорошо в этом комплексе. У нас проблем нет с электроэнергией, потому что у нас прям вот сзади меня стоит там ТП, трансформаторная подстанция. Кока-кола, холодильник привезли.
В общем, по ценовой политике, оказывается, для кафе они возят чуть дороже. Вот. И мы поставили также магазинскую наценку 20%, чтобы привлечь клиентов, но все равно выходит чуть дороже, чем в магазине. Ну, меньше нам смысла нет, потому что у нас есть электроэнергия и так далее. Вот. Касательно блюд у нас составлен меню. Мы также закупились, то, что вот люди спрашивали, шоколадки, жвачки, напитки, воду без газа. Помимо этого мы еще чипсы купили, кириешки, так что в течение недели мы первые дни начали делать блинчики со сгущенкой, потом вот недавно начали делать оладьи. Очень понравилось. Также добавили в ассортимент либо сметану человек хочет, либо можно будет сделать сгущенку, сметану, либо варенье. Варенье купил большое ведро из-под малины. Что еще? Из основных блюд у нас появился курдак, пельмени, сорпа, это бульон, тефтели, окрошка. Окрошка у нас делается, вся наша продукция является халяльной, мы не добавляем туда колбасу, мы в основном ориентированы на мясо. Основное блюдо это у нас нан-кебаб. Нан-кебаб говядина, курица, ассорти на тарелке. Гарнир подается рис и огурцы, помидоры. На тарелке тоже идет курица или говядина, либо ассорти. У нас 6 видов его. Также мы еще начали экспериментировать, добавлять туда листья салата. Что еще? Ну, пока как-то так. Первое, второе, основное блюдо и десерт. Из десерта я вам рассказал. На первое у нас суп-лапша, сорпа, бульон, да, тефтели, как в виде супа. Я не знаю, пельмени относятся, нет, к первому блюду. С бульоном и без. Так. Плов у нас есть очень хороший, он почти похож, как ташкентский. Стараемся делать, но некоторые ингредиенты все еще не хватает. Вот. Здесь работа такая, что надо всегда контролировать. Официанты у нас первые дни работал парень, он был без опыта. Мы даже сами замечали некоторые моменты, ошибки. Касательно вот нескольких последних дней мы наняли уже девочек. У них опыт работы есть, и сразу видно, как они обслуживают клиентов. То есть уже быстро. У нас из минусов, то есть мы вот с лепешками вот сейчас до сих пор, то есть уже нашли вот как 2 дня тот, кто нам делает его, потому что технология должна быть чуть-чуть другая, чем обычные лепешки. Нашли вроде нормально все. То есть от клиентов претензий нет никакой претензий по еде. То есть все говорят, всем нравится наш нан-кебаб, всем нравится наш курдак, наш плов, вся наша еда, потому что мы делаем его почти как по-домашнему. Наше заведение называется кафе быстрого питания. То есть человек пришел, в течение 5 минут ему должны уже подать все, что у нас есть. То есть положить там чай, кофе, это уже в течение минуты отпускается клиенту. Касательно нан-кебаба 2 минуты. Вот у нас были моменты, когда приходили наши те же самые друзья, знакомые, и там человек 10-15, и мы парились в реале. Мы там толпились на кухне. Вот этот момент мы сейчас оптимизируем. То есть мы наняли вот этих 2 девушек-профессионалок своего дела, да, которые быстренько обслуживают, уже упрощается. То есть мы хотим сделать максимально вот прием заказа и раздача, доставка клиенту, чтобы у нас было очень быстро, качественно и четко. Вот этот момент сейчас мы отрабатываем. Касательно закупа мы уже вот, например, знаем. Например, я сегодня открыл
работаю сегодня целый день. Завтра открою. И до обеда буду, пока мой, так скажем, сменщик, он будет отдыхать, спать. Утром он встает, я ему скидываю по WhatsApp список продуктов, он едет на рынок по пути по дороге на работу и закупается, привозит, мы оприходуем, и я ему сдаю смену. В общем, вот так мы работаем с нашим партнером, меняемся, подменяем друг друга максимально, стараемся, чтобы присутствовать здесь всегда. Один из нас всегда здесь присутствует, и мы всегда наблюдаем за нашим персоналом. Когда наш персонал занят, помогает по кухне или там обслуживает других клиентов, выхожу я сам или мой партнер, предлагаем, презентовываем. Народ не слышен о нашей продукции, из-за этого некоторые относятся скептически, но когда мы им показываем, какая порция мяса вложена в нашей продукции, они сразу же заинтересовываются, заказывают с собой, оплачивают по карточке. Вот первые дни, когда приходили клиенты, они спрашивали, есть ли у вас по безналу оплата. Мы сразу же в день открытия, до дня открытия нам уже привезли посттерминал, мы его сразу же поставили, потому что я знаю по магазину, что многие люди сейчас у нас в городе оплачивают по безналу. Это очень хорошая фишка в том, что человеку, например, бывает в кармане очень мало налички, но зато есть на карточке. Мы берем, оплачиваем и все. То есть без проблем вообще. Так что краткий отчет за неделю вот такой вот. Смотрите дальше, приходите к нам. Мы находимся в городе Алматы, улица Брусиловского, 164. У нас нан-кебаб. Если есть у вас карта 2GIS, мы очень скоро на днях появимся там. Приходите, ждем вас. Наши двери всегда открыты.